Следующий у нас спикер. Табрис, готов? Да, готов давно. Да, Табрис, мы у тебя отняли целых 2 минуты, как и одну букву «Л», когда мы писали карточки спикеров. Нет, Поэтому Карилом, вообще не давай себе, жалко. может... Я сам заслушался, все нормально, Рим. Я могу начать, да? Ладно, про Табрис я могу много рассказать, но давайте он сам расскажет. Да, на татарском, пожалуйста, сначала. Сәлем баршаңызға да, Рима рахмәт. Шақырғаның үшін Джоустанны бик шатмын күрергә. Бик файдалы мәгълүмат булды. Рәхәтләнеп тыңладым. Сезгә дә файдалы мәгълүмат җиткермен дип телим. Всем привет. Я так понял, я почти последний выступаю. Очень интересно было слушать. Но несмотря на это, я надеюсь, что вы внимательно послушайте меня, я смогу вас тоже развлечь и в то же время дать какую-то полезную информацию. Я немножко волнуюсь, честно признаюсь, потому что достаточно долгий перерыв у меня был после последних выступлений, публичных, непубличных. Где-то перерыв у меня был год. После годового перерыва я, наверное, первый раз вот так выступаю на конференции. Очень приятно, что пригласили. Но до этого честно занимался 12 лет общественной работой. Мы языковые активисты. Мы назывались татарской молодежью, форумом татарской молодежи. Сейчас мне 33, поэтому я немножко смущаюсь называть себя татарской молодежью. Вот. И что еще можно сказать? В общем, я послушал, и я хотел рассказать про татарские подкасты, но как-то немножко даже сейчас сожалею, что выбрал эту тему, потому что, наверное, полезнее было бы мне рассказать, вот у нас есть акция «Мин татарша сөйләшәм», я говорю по-татарски, которая называется. Наше знакомство с Джоустаном, например, началось с того, что я им активно, в кавычках, продавал эту акцию. Говорю, вот, у Саха тоже должна быть акция, я говорю по Сахатам. Но я думаю, что все не зря, еще будет возможность рассказать. Расскажу только вот вводную часть про наш принцип. Мы берем современное что-то, делаем это по-татарски, на татарском языке. И все, что принято у татар делать, мы делаем по-современному. И давно не произносил этот наш девиз такой, формальный, между собой, который мы применяем. И все, что мы делаем, базируется на этом. Потому что у нас, у татар, есть союзы писателей, там есть сообщество, в общем, литературное сообщество, художников, историков, очень разные сообщества, но вот не хватало что-то такое свежее, современное, но на татарском языке. Нам кажется, что вот этого катастрофически не хватает. Мы себе миссией выбрали продвижение татарской городской культуры. Вот эти две вещи, в принципе, и подходят к тому, что сейчас у нас происходит в плане подкаста. Вообще я сам убежден, что язык, для того, чтобы его развивать, нам надо активно усваивать современные форматы, актуальные форматы. Что я имею в виду? Вот, например, одно из самых крутых, в чем человек может участвовать, вариться, это, наверное, медиа. Вот это сейчас одно из самых актуальных направлений – это медиа. То есть делать видео, производить их, быть ведущим, производить контент. Новые телевидения сейчас существуют, новые форматы радио, блогинг, small media, которые узкое очень направление пишет, там, да, про какое-то велодвижение пишет, например, и так далее, и так далее. Вот
такая сфера, она привлекает и молодых, и нам катастрофически таких форматов не хватает на наших родных языках, как мне кажется. И если мы будем современные форматы вот эти усваивать, мы убиваем сразу двух зайцев, то есть появляется контент, в нашем случае, например, на татарском языке, и с другой стороны мы привлекаем в эту активность молодых, у тех, у кого еще формируется идентичность, например. Вот по этому пути мы пошли, когда я завершил общественную деятельность, то, чем я занимался каждый день, сейчас время от времени, мы решили начать записывать подкаст. Вообще, с тех пор прошло больше года. Теперь у нас, у татар, есть несколько подкастов. Их даже, мне кажется, слишком много, и даже больше, чем мы, татары, заслужили. Больше подкастов, чем мы заслужили. Например, сейчас какая проблема стоит? Я вот послушал всех вас, я думаю, что у нас примерно одинаковые проблемы. И какая сейчас проблема существует? Очень сложно сделать что-то на своем родном языке без государственного участия, например, да, без государственной поддержки, своими силами. Вот чуваши делают лагерь, да, они говорят, что люди платят, и я прям очень обрадовался, потому что люди не привыкли никак за это платить, во-первых, да, за контент на родном языке. Они считают наоборот, это должно доставаться, как сказать, в общем-то, бесплатно, какая-то это благотворительность. И с другой стороны, мы, организаторы, ивенщики, активисты, тоже, в принципе, за всех не могу сказать, но наше сообщество могу сказать, мы тоже надеемся на государство, на его помощь. И всегда первое, что на ум приходит, это обратиться в министерство, еще куда-то и так далее. И я думаю, очень ценно, когда люди сами своими силами делают проект, привлекают средства, и именно не государственные. В этом плане подкасты очень удобны. Сейчас этот рынок растет. Я думаю, подкасты – это сейчас в мире очень популярный формат, который просто набирает обороты, и еще лет 5 будет рынок только расти. Я специально использую здесь такие бизнес-понятия, потому что я думаю, изначально, если на проект смотреть на то, что принесет результат там, в деньгах, в аудитории, я думаю, это улучшит только проект. Вот рынок этот растет, на русском языке подкасты сейчас развиваются. Не знаю, напишите, пожалуйста, вот в чатах, слушаете ли вы какие-то подкасты, если слушаете, на сколько каналов вы подписаны, где слушаете. Это очень интересно. И русскоязычный растет, и как обычно у нас бывает у активистов, мы спрашиваем все время, а почему такого нет на татарском языке? Да? То-то делается, а почему на татарском нету? Вот этот вопрос, он наш главный мотиватор. Мы решили год назад начать с подкаста с Радифом Кашаповым, он тоже активист, музыкант, журналист. Я сейчас включу демонстрацию экрана. Можно же, да? Покажу прямо к этому. Конечно, можно. Жестко можно, да? Да, можно. Так, видно? Да, видно. Смотрите, вот наверху у меня вкладка «Подкастлар». Да? Это у меня просто ВКонтакте на татарском языке, он назывался «Подкасты». Сейчас именно российские сервисы, например, ВКонтакте, Яндекс, они заинтересованы в том, чтобы было больше подкастеров. ВКонтакте специально у себя завел вот такой сервис подкастов, и тут вы можете увидеть очень много подкастов на разные темы, куча всего. Мы примерно, когда год назад начинали, как раз только ВКонтакте открылись, у нас есть представитель ВКонтакте в Казани, мы связались, они говорят, мы
вообще сильно развиваем эту тему. Если вы сейчас зайдете, начнете писать подкасты на татарском языке, мы вас поддержим, то есть показывать будем другой, рекомендовать аудитории, дальше уж вы сами. Поэтому, мне кажется, это очень удачно, что именно наши российские социальные сети продвигают тему подкаста. Он есть в Яндекс.Музыке, есть ВКонтакте. Можно с этого начать. Для того, чтобы подкаст записывать, вы знаете, мы сначала просто записывали на микрофон и выкладывали аудиодорожки. Это, в принципе, первое в подкасте, с чего можно начать. Для этого не нужно больших средств, но зато ты выговариваешь те проблемы или те новости, которые тебя интересуют, те темы, людей и так далее, и так далее. В общем, самое большое количество тем, которые можно поднять. Но главное, чтобы это было на родном языке, потому что, как бы объяснить, потому что очень редко мы, кроме наших активистских тем, например, мы про татар любим говорить, да, про историю говорить, языковые проблемы. А зачастую проблема языка в том, что мы его даже не используем там, в обсуждении каких-то тем, которые волнуют всех. Коронавирус, самые последние актуальные. Про то, что происходит в обществе, там, Black Lives Matter, там, акция прошла, да. Почему мы на родном языке это не обсуждаем? На самом деле это очень странно. Хотя есть люди, мы все потребители одного и того же контента, мы могли бы между собой спокойно обсуждать. Вот примерно я включу. Мы начали снимать видео, потому что подкасты слушают мало пока еще в России. А на татарском языке подкасты слушают, вообще очень, мои родственники плюс друзья, максимум, вот, когда выходит. Поэтому мы начали делать видео-вариант, поставили камеру, поставили... Все. Я вам заставкой хотел похвалиться. В общем, это то, что мы видео-вариант начали делать. Видео-вариант мы уже пуляли в YouTube, хотя это не ютубовский контент, это в первую очередь подкаст. Чем хорош подкаст? Тем, что здесь можешь раскованнее, свободнее разговаривать, дольше. То есть человек изначально готов слушать тебя 40 минут или час. И даже статистика очень хорошо показывает, какая тема заинтересовала, на какой минуте человек выключил, и можно бесконечно это совершенствовать. У нас вообще есть подкасты у СМИ, у самих СМИ татароязычных. Например, у Радио Свободы есть, да, татарский подкаст. Есть у государственного портала Интертат, это, наверное, самый посещаемый татарский новостной сайт. У них тоже есть аудио. Вот я, когда готовился, поискал, раньше я некоторые аудио их слушал. То, что они дают какой-то материал, они еще проговаривают на татарском языке, записывают и запись вставляли. Почему-то у них сейчас нету, я даже не нашел, чтобы продемонстрировать, но я не решил вас путать СМИ, у которых есть подкасты, потому что это все равно другие ресурсы, а я вам показываю то, что может сделать, в принципе, каждый, особенно языковой активист. Вот очень мне нравится. Это я специально, видите, наверху вкладки, я специально выбрал все разные сервисы, в которых у нас есть подкасты на татарском языке. Свое я показал на ВКонтакте, а это уже Яндекс.Музыка. Видите, Азан, то есть это религиозная тема. Вот у них целая куча аудио, которые они выкладывают, у них они очень короткие. То есть, в принципе, если у кого-то есть радио на родном языке, в принципе, можно начать с того, чтобы выкладывать передачи и остальное через вот эти сервисы, где человеку
когда он только-только начнет слушать подкасты, ему скажут: слушай, а может тебе еще интересно подкаст на языке саха, ну, удмуртском там, чтобы будущее к нему попадало. Мне очень хотелось бы, конечно, быть первым, кто сделал татарский подкаст, но, к сожалению, мы не первые. До нас до этого додумались студенты татарской журналистики. Так, это не то. Вот, подкаст он называется. Естественно, любой татарский проект должен, у любого практически татарского проекта есть приставка «тат» или «татар». Подкаст, да, не подкаст, а подкаст. Но у них этот проект умер. Значит, если смотреть, да, какие у них эпизоды были. Первый эпизод у них вышел 30 декабря 2018 года, и это можно назвать днем рождения татарского подкаста. Мы начинаем, тут написано, без башлылес. И, к сожалению, они закрылись в мае 27 мая 2019 года, и где-то через месяц мы начали. Так что вот за этих ребят мы не первые. Но они молодцы, потому что они все это настроили, раздавали в разные, чтобы люди могли слушать в айфоне и так далее. В общем, это студенты, которые обсуждали путешествия, лайфстайл, разные мероприятия, куда они сходили. И я считаю, что это тоже очень важно, потому что часто не хватает просто вот чем мы живем на нашем родном языке. То есть все время такое ощущение остается, что на своем языке родном можно обсуждать только традиции, только культуру исконную или религию. Но на самом деле это не так. Чем мы живем, то, что нас окружает, там ремонт квартиры, дизайн, урбанистика, все это тоже классно было бы обсуждать на своем родном языке. Смотрите, есть Инстаграм. У Инстаграма очень хорошие цифры. То есть, когда ты выкладываешь Яндекс.Музыку, ВКонтакте или как здесь в Apple Music, то у тебя будут всегда маленькие цифры. Да? Здесь очень узкая аудитория, на которой ты работаешь. Инстаграм дает очень большие цифры. ГТВ есть у Инстаграма. Вот, например, в Челнах с нами работала Гузель Ахмадгараева, в Казани, потом переехала в Челны, в свой родной город, это второй большой город в Татарстане, и она устроилась СММщиком в театр, и вот они в театре организовывают, записывают подкасты, и снимают видео и выкладывают в Инстаграм, у них 1200 просмотров, мне кажется, все равно приятнее видеть, чем 12 или 13, это лучшая цифра. И я думаю, театры, у всех есть театры. Вот Гулстан у меня почему-то прямо подо мной стоит все время. Я поэтому вынужден все время про Саха говорить. Например, у них один из самых крутейших театров, который я вообще за всю свою жизнь видел. И с этими людьми, например, на языке Саха обсуждать культуру, мировые тренды. У них есть база, где это снимать, у них можно настроить звук, поставить камеру. Это самый простой вход в мир подкастов и контента, да? Мне кажется, вот работать с театрами – это самое то. Вот Инстаграм, как оказалось. Во-вторых, хорошие показатели у Инстаграма, потому что татарской аудитории много в Инстаграме. Туда эту аудиторию приводит татарская эстрада, уже один из феноменов, как якутское кино. У нас есть татарская эстрада. Там есть свои звезды, и они приводят, где они контент выпускают, там и их аудитория сидит. Вот. Для нас это хорошее. Есть уникальные вещи у татар. Подкаст, например, который записывает эти два человека на экране. Моя мышка видна, да, на экране? Да, видно. Имеш, мимеш, да? Мимеш, совершенно верно, да. Марат, вот это, он живет в Канаде. Они переехали с семьей несколько лет
лет назад. Это Амир. Он, как оказалось, мой бывший одноклассник. Он химик, тоже переехал в Канаду. И они в Канаде вдвоем встречаются и раз, по-моему, в 2 недели проводят подкаст с очень интересными людьми. И это удивительно, потому что мы обычно жалуемся на то, что аудитории мало. Представьте, сколько татар, вообще говорящих на татарском языке и слушающих подкаст людей в Канаде. Это примерно, я не знаю, может быть, максимум 300 человек всего, по-моему, в Канаде татар живет, представляете? А они не знаю, 30 или 50 человек это записывают. Это их нисколько не смущает. И даже иногда я захожу слушать, и когда готовился, открыл, например, 8-й эпизод, и тут к ним приходит лингвист, который говорит с ним на татарском языке в Канаде, Буффало, университета Буффало, Андрей Дринфилд, и они вместе говорят на разные темы, в том числе про татарский язык и соседство с финно-угорскими языками. Я думаю, смотри-ка, я только готовлюсь к такой конференции, они еще и в тему тут подкаст записали. То есть ребят вообще никак это не смущает, они программисты, они не языковеды, не лингвисты, не филологи, они не языковые активисты, просто они хотят на своем языке говорить на такие интересные темы. И совершенно новые для нас, для России, как это называется, сервис, да, такие сервисы, Анкор, у нас не развито. У нас только-только Spotify открыли, это что-то вроде Яндекс.Музыки, но заграничный аналог, только его открыли, то есть они уже здесь выкладывают, потому что ориентированы тоже на миграцию, на тех, кто на диаспоры. В случае, есть не только на татарском языке, очень мне нравится БИМ-радио, это самое популярное радио в Казани, русскоязычное. Там тоже одна из наших активисток, ее зовут Эльза Набиуллина. Она айда учить татарща, каждую неделю записывает по передаче. И на разные топики, темы разговаривают с диджеями, они выкладывают его как подкаст. Можно сюда прийти и, например, кому хочется дополнительного материала, например, для преподавателей или для человека, который интересуется языком, или кто-то выучил, ему нужно что-то еще дополнительное, пожалуйста, он сюда заходит и может послушать все эти передачи. Самый последний подкаст, который только вышел, и только 4 выпуска, это Ник-Тик. Можно перевести типа «Почему? Качину». Что-то вроде этого. Наконец-то юмористы. В основном контент в Ютубе двигают блогеры-юмористы, и, наконец-то, татарские юмористы молодые. Но на экране вы видите историка, а не юмориста. Они начали делать подкаст. Первый же подкаст посвятили истории татар, потому что это самая легкая тема, с которой можно... Не то, что легкая тема, а ты попадаешь в мир подкастов, там, в YouTube, и сразу тебя будут смотреть, потому что история татар всегда набирает много просмотров. Но здесь, смотрите, 300. Я думаю, что им надо в таком же духе продолжать, и у них просмотры увеличатся. Но 318 тоже для часового разговора, да, в таком формате, мне кажется, тоже хорошо. Здесь есть, видно, что активность какая-то, комментарии, все такое. В принципе, что я еще хотел из самого актуального. Сказал вам то, чего не хватает, да, это просто разговорного жанра. Я не знаю, как у вас, но у нас стиль
преобладает, но не всегда это влияет на то, чтобы люди изучали или интересовались языком. Поэтому нам не хватает разговорного жанра, хоть у нас 3 татарских радио, ни одного из них нету разговорного жанра, где просто обсуждаются разные темы про историю, про бытовые вещи, про отношения, психологию, я не знаю, и так далее. Всех призываю делать подкасты, делать такой контент, потому что это и дешево, я думаю, очень полезно, потому что язык сохраняется, когда его слушаешь, когда на нем говоришь и когда его читаешь в повседневности. Так, Ряхмат Бикзур Табрис. да, это, в принципе, все, что я хотел сказать. Афарин, молодец. У нас пока готовится Алена выступать. И мы пока быстренько пробежимся по вопросам, потому что тут было очень много комментариев, очень много было вопросов. И в чате организаторском тоже, особенно после того, как на экране появился Айрат. Я тоже разделяю вашу радость, ребята. Так. Да, подкастов не хватает. И вот, предложение одно от Евгении. Идеально было бы выпускать подкасты вместе с расшифровками, чтобы плохо владеющим языком легче было воспринимать аудио. Согласен, но хочу вам сказать, что не знаю, как у вас, но у нас читающих на татарском языке, читающих и понимающих меньше, чем тех, кто слушает и понимает. Отлично, Ряхмат Табрис. Можете аплодировать, я уже объяснила, как это делается, чтобы... Не обязательно. Нет, все равно ты их не услышишь, если только увидишь. Ладно, Ряхмат Табрис Бикзур. И все ссылки на эти подкасты, на эти все ресурсы вы можете получить у нас или в WhatsApp-чате, или найдете в наших социальных сетях. Все-таки есть еще один вопрос от Кажумдара. Как можно сделать... Только начал учить, для тех, кто только начал учить язык. Я думаю, совмещать на том языке, который они понимают, и на родном языке. То есть я показал, вот можно посмотреть, как на BIM-радио Эльза ведет обучение языку, то есть она это ведет на русском языке, диджеи русскоязычные, и они вместе с ней проговаривают слова, прям очень это легко происходит. Она показывает, как легко вообще научиться языку, быстро переходить и все такое. И, Рима, если можно, я воспользуюсь возможностью. У нас в связи с коронавирусом все мероприятия сместились в один день, на 30 августа. У нас тогда в это время будет праздноваться столетие СССР, и мы будем проводить фестиваль «Дизайн-маркет» Чан-базара, «Стенной базар» переводится. Очень крутой дизайн-маркет, современный. Вот все путешествуют, приглашают 30 августа, готов встретить, показать. Будет и полезно, и весело. Да, я поддерживаю. 30 августа встретимся в Казани.